Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Официально опущен шлагбаум, а светофор переведен на красный свет. Переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта. Расскажем, где пока еще можно переправиться на тот берег. Устранение выявленных замечаний. Прошло заседание оперштаба по охране лесов от пожаров. К 1 мая все населенные пункты должны быть готовы к пожароопасному сезону. Большие суммы в десятки тысяч рублей. Якутяне получили платежные квитанции за тепло и были удивлены. Мы разобрались, почему так произошло и как теперь оплатить это без существенного удара по семейному бюджету. Невидимый фронт диагностики. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники лабораторной диагностики. Как устроена работа лаборатории и диагностику какого характера проводят в ней специалисты. Любовь и творчество от старинного до современного. Творческое объединение под названием «Кукольные сны» работает более 7 лет на базе Центра развития творчества детей и юношества города Нерюнгри. Сегодня в 16 часов на переправе Якутск-Нижний Бестях официально опустили шлагбаум и перевели светофор на красный свет. Проезд по этому автозимнику запрещен. Где пока еще можно переправиться на тот берег и какие еще переправы закрыты с сегодняшнего дня, смотрите в следующем сюжете. Бесконечным караваном легковые и грузовые автомобили движутся из Якутска в Нижний Бестях. Но сегодня, 15 апреля, переправа Якутск-Нижний Бестях официально закрыта. Сегодня закрылась не только переправа Якутск-Нижний Бестях, но и переправы через реки Вилюй и Алдан. До понедельника на ту сторону реки можно будет официально переправиться лишь по автозимнику Хатас и Павловск, но и он будет закрыт уже в понедельник. Завтра уже у нас начинаются работы по государственному контракту производства весенне-летне-осенних видов работ. Завтра подрядная организация будет заниматься здесь демонтажом будки, знаков и светофорного объекта, и шлагбаума. Останется только знак, который предполагает, что движение по ледовому автозимнику запрещено. Проезд по закрытому автозимнику – это не только административное правонарушение и нарушение правил дорожного движения, но и реальный риск для жизни, здоровья и сохранности имущества. Ведь прежде чем принять решение о закрытии переправы, контролирующие органы проверили состояние автозимника, и состояние его на текущий момент неудовлетворительное. По проверке на ледовой переправе было выявлено, что переправа сейчас не подлежит для эксплуатации. Уже имеются трещины, имеется размытие воды, набита коля. Проезд легкового автомобиля уже затруднен, уже не говоря про грузовой. И в связи с необходимым риском, который сейчас ложатся на ледовую переправу, она официально закрыта. Стоит отметить, что структура льда сейчас становится не однообразной из-за погодных влияний. Имеются трещины, имеется размытие дорог, кристаллизация льда уже не та. Получается, поршни льда уже не соответствуют для проезда автомобильного транспорта. В ближайшее время на местах спуска на лед будут выставлены патрули ГИБДД и посты административной комиссии, а также установлены камеры видеофиксации нарушений. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Между тем, с завтрашнего дня, 16 апреля, трансфер пассажиров поезда через реку Лена будет выполняться судами на воздушной подушке. В связи с закрытием ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях. Отправление с города Якутска в 14:30 с 203-го микрорайона. Стоимость трансфера по маршруту 1500 рублей. Талон можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД или в билетных кассах ЖДЯ и Федеральной пассажирской компании. Авиакомпания «Полярные авиалинии» тоже уже начала подготовку к весенне-летнему сезону. Этот период характеризуется частым возникновением опасных погодных явлений. Потому так важно подготовить самолеты к эксплуатации, произвести необходимый ремонт и замену запчастей. Продолжит Сарглана Неустроева. В весенне-летний период в республике на службу заступают малые воздушные суда. Как правило, летать они могут круглогодично, но в морозы, когда открываются зимники, в этом нет большой необходимости. Обслуживаются они здесь, в Маганском аэропорту. Всего здесь базируется около 30 вертолетов и самолетов авиакомпании «Полярные авиалинии».
По словам специалистов авиакомпании, на обслуживание одного небольшого летательного аппарата уходит в среднем 2-3 дня. При этом с наступлением весны повлиять на работу самолета или вертолета может что угодно, вплоть до высокого уровня пыли и резкого перепада температур. Зимой более щадящее покрытие у нас. Из-за песка, пыли идет абразивный износ деталей двигателя, несущей системы. Зимой этого нет, поэтому при подготовке, допустим, вертолетов мы ставим пылезащитные устройства на двигатель. В одной бригаде, как правило, работают по 5 человек. Все они эксперты своего дела. А незначительные поломки самолетов при полете – дело обычное. Ну, это все штатные ситуации. Они бывают критичные, бывают некритичные. Летчики обучены. Прилетели, замечания написали, не работает, тут сели машину в ангар, либо на стоянке, устранение замечаний. Да, это везде, и на больших самолетах то же самое, только у них это компьютеры пишутся на больших самолетах, а у нас это в письменном виде в боржурнал заносится. Всего в штате компании более 80 механиков и инженеров. Сегодня этого достаточно, но, как признаются техники, молодые специалисты нужны всегда. При этом компания активно работает в сфере профориентации. В данный момент как-то справляемся, как говорится, перекрываем друг друга, ищем решение пути. На данный момент, конечно, это Якутское техническое училище, пока является основной кузницей кадров. Компания проводит большую работу, это и с молодежью проводит, это там какие-то гранты выделяет, да, на обучение в других колледжах, допустим, в Омском техническом, еще что-то где-то. То есть работа ведется, это мы не стоим на месте, естественно. Зона откроется с началом работы летнего расписания. Это, как правило, конец марта, середина апреля. Для районов арктической зоны этот период наступает немного позже. Однако подготовка самолетов и вертолетов для работы на севере практически не отличается от обычной. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Все населенные пункты должны быть готовы к пожароопасному сезону к 1 мая. До этой даты должны быть устранены выявленные замечания, в том числе и в ходе проведенных командно-штабных учений, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Сегодня нарушения выявлены в 98 населенных пунктах. В основном они связаны с обустройством противопожарных разрывов и минерализованных полос и работой системы оповещения населения. По последним данным, система оповещения не работает в 27 населенных пунктах. Мининноваций по поручению первого зампреда правительство предоставит результаты повторной проверки. Также совместно с органами местного самоуправления Мининноваций проведет работу по установке сотовых вышек. Заготовка древесины в верховьях реки Амга волнует жителей не только близлежащих районов, но и всей Якутии. Процедура общественных слушаний состоялась в Доме профсоюзов. На вопросы граждан ответили специалисты природоохранных ведомств. Эмоциональность диалога между сторонами в ходе слушаний не ослабевала. Народный депутат Госсобрания Якутии, экс-министр охраны природы Сахамин Афанасьев подчеркнул, что резервные и защитные ресурсы подлежат сохранению. Речь идет о заготовке древесины. Осваиваться будут только эксплуатационные леса. Лес – это федеральный ресурс. Все земли у нас земли Гослесфонда. После лесоустройства, после внесения ИГРН, после проведения лесосырьевой комиссии определенные лоты выносят на аукцион. Таким образом, система работает уже с 2006 года, и ежегодно тысячи якутян, юридических лиц, получают возможность получить древесину. Древесина, она заготавливается по определенным правилам. Здесь браконьерства, вандализма и так далее нету. На инвестиционной площадке Капитонов, Котор, Якутия, создана инженерная и транспортная инфраструктура, оформлены технические условия на присоединение к газораспределительным и электрическим сетям. Имеется система водоснабжения. Все условия, чтобы вести успешный бизнес. Одним из резидентов стала компания «Сахалипснеля», давно известная уже за пределами республики. И несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за объявленных санкций, компания собирается только набирать обороты, расширять производство, увеличивать штат сотрудников и осваивать изготовление новых видов продукции. Все комплектующие, все материалы у нас отечественного производителя.
поэтому никаких проблем с санкциями у нас нету. В этом году у нас еще большие планы. Будем выпускать уже газовые котлы, не только летнего горения. Также мы выпустили в этом году на производство мангалов, смокогрилей разного вида. Еще также делаем котлы для воздухогрейные котлы летнего горения, это камелек гаражного типа и дачного типа. Для производства газовых котлов тоже будем использовать комплектующие отечественного производителя, то есть проблем с этим не должно быть. В связи с введением санкций в России на оборудование западного производства перед большинством предприятий встал острый вопрос импортозамещения. Одно из самых крупных и стратегических предприятий столицы Якутии, «Водоканал», начинает постепенно переходить на российское оборудование и средства для очистки воды. В сутки «Водоканал» поставляет для нужд населения предприятий города Якутска и пригорода 50 тысяч кубометров воды. Уже поступили первые партии реагентов российского производства для многоступенчатой очистки воды. 55 тысяч кубометров чистой воды ежедневно поставляется жителям столицы с водоканала города Якутска. Мы находимся в станции электролизной, то есть здесь производим гипохлорид натрия для обеззараживания воды. На сегодняшний день все реагенты для очистки воды завезены на период прохождения сезонного весеннего половодья. Их хватит на этот год. В основном для очистки воды используются реагенты российского производства. На следующий год пригласили 3 российские компании, которые могут заменить импортные реагенты на наши отечественные. Все, что касается импортного производства, там маленькая часть, мы над этим работаем и будем испытания проводить на тех реагентах, которые нам предложит российское производство. Много оборудования импортного, но в данный момент ведется работа по импортозамещению довольно-таки неплохо. Ввоз сложившихся ограничений и дополнительных затрат на переоборудование и закуп реагентов российского производства не повлиял на заработную плату работников. Мы приняли решение не повышать заработную плату инженерно-техническому персоналу, руководству, а повысить рабочему персоналу до 6-го разряда включительно. И благодаря этому они почувствуют рост заработной платы в этом году на 10%. С уверенностью можно сказать, что Якутский водоканал находит пути решения в сложившейся ситуации по импортозамещению и не допустит срывов в поставке воды потребителям. Гульнара Мосова, Максим Капулов, Якутск. Жители многоквартирных домов в Якутске получили платежные квитанции за тепло, и многие обнаружили в них большие суммы в десятки тысяч рублей. Почему так произошло и как теперь оплатить эти долги без существенного удара по семейному бюджету, выяснял Александр Хавренко. В первом квартале 2022 года многие жители Якутска получили платежные квитанции за тепло и обнаружили там крупные суммы. У кого-то 10 тысяч, у кого-то 20, а у кого-то и 30. И это плюс к тому, что они должны оплатить на текущий момент. Почему возникла такая ситуация? Согласно законодательству, начисление по многоквартирным домам без приборов учета происходит по нормативам. В домах с приборами учета начисление проводится по их показаниям. За базу берется фактическое потребление за предыдущий год, разбивается на 12 месяцев, а далее сумма делится на весь дом, на каждого собственника в зависимости от площади квартиры. Когда мы производили перерасчет в 2021 году, у нас произошло значительное снижение суммы коммунального платежа. Но если переходить на язык денег, то мы снизили размер коммунального платежа примерно на 224 миллиона рублей. При этом в 2021 году, когда мы уже за базу брали основу 2021 года, у нас произошло по фактическим показаниям приборов учета до начисления на 84 миллиона рублей. Проще говоря, в прошлом году средняя зимняя температура была выше, поэтому перерасчет производился в сторону снижения. В этом году зима холоднее. Был перерасход тепла и, соответственно, перерасчет произошел в сторону увеличения. Но зачастую в лишних доплатах за тепло виноваты сами собственники, которые не обращают внимания на разбитые окна или не закрывающиеся двери в подъезде. А это дополнительная нагрузка на теплопотребление. В межсезонье, когда у нас происходит за окном достаточно теплая температура,
То есть потребитель должен понимать, когда у него в квартире жарко, то есть не надо просто открывать окна, а нужно обращаться в свою управляющую компанию или обслуживающую организацию для того, чтобы снизили тепловую нагрузку, потому что расход тепла идет, и за этот расход придется платить. Поставщики энергии понимают, что не у каждого есть свободные деньги, чтобы сразу оплатить 10, 20, 30 тысяч рублей. Поэтому организации идут навстречу потребителям. Во-первых, объявлены пеневые каникулы. С апреля по 31 декабря пени отменяются, и оплатить долги можно без них. Во-вторых, можно оформить договор реструктуризации и оплатить долг посильными долями. Для заключения договора необходимо предоставить заявление, копию паспорта, документы на жилое помещение. То есть, если квартира собственности, то документы на собственность. Если квартира муниципальная, то документы найм и ордер. Справка формы 3. Документы можно подать через интернет-приемную на сайте ПАО-ДЭК и через личный кабинет клиента. Не стоит затягивать с оплатой долгов за коммунальные услуги. Чем раньше произойдет реструктуризация, тем меньше суммы платежей будут назначены. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. В Якутске состоялось заседание Общественного совета по вопросу модернизации системы общественного транспорта. В ноябре 2021 было подписано трехстороннее соглашение между Якутском, республикой и компанией «Сахарэм», в рамках которого в городе будет внедрен новый концепт работы общественного транспорта. Речь идет о разработке новой сети, дорожной карты, перевод транспорта на газомоторное топливо, строительство сервисного центра, обновление автобусного парка на 100%, создание единого центра системы управления общественным движением и многое другое. По словам представителей компании «Сахарэм», программа должна заработать уже к осени 2023 года. Соответственно, покрытие это подразумевается на всей маршрутной сети. То есть мы планируем запустить цифровой транспорт, который, нам хотелось, чтобы был оснащен всеми необходимыми коммуникациями, в том числе свободным доступом Wi-Fi для пассажиров. Первые медали столетия. На встрече с Высшим советом старейшин глава Якутии вручил первые юбилейные медали «100 лет ЯССР». С этой встречи начался цикл мероприятий ко Дню Республики. Арсений Николаев отметил, что главная цель юбилейных мероприятий – увековечить наследие старших поколений, а также воспитать у молодых жителей республики чувство патриотизма и гордости за историю Родины. Илдархан поблагодарил старейшин за работу с молодежью и инициативы. Напомним, Высший совет старейшин был создан в 2000 году по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева как общественная, совещательная и консультативная организация. В составе Совета 34 человека, имеющих большой опыт государственной, руководящей, общественно-политической и хозяйственной деятельности. У нас планомерно работает, как говорится, развивается, штабы работают по экономическому развитию, по сельскому хозяйству, по промышленности, по заводу нефтепродуктов и так далее. Поэтому я должен сказать о том, что несмотря на санкционные нажимы, все-таки наша республика развивается вровень с другими субъектами Российской Федерации. Даже лучше, чем какой-нибудь другой регион, особенно в дальневосточном регионе. Офтальмологическая служба республики впервые в истории здравоохранения Якутии стала предоставлять медицинскую помощь жителям соседних регионов. Теперь магаданцы могут получить офтальмологическую помощь по полису обязательного медицинского страхования в Якутске. Так, первым пациентом из Магадана стал 70-летний Вячеслав Тепляшин. Ему провели операцию по удалению катаракты. Он чувствует себя хорошо и благодарен всему персоналу больницы. По приезде на родину Вячеслав Егорович советует своим знакомым приехать в Якутию. Сейчас это все будет? Сейчас все будет. Вот. Никаких код не надо. Вот есть что-то. Снипет, дорогу встретятся, рассместят, все условия создадут. Да, ну так еще ощущаешь немножко, что прошла операция, но такое нормально. То, если смутно были, а сейчас я вас хорошо вижу. Персонал хороший, мало того, что... Ну, спасибо Ивану Васильевичу, Ивану Петровичу.
Екатерина Кимовна, хирург, вот, Максим Николаевич, хирург, который делал, вот, сестра хозяйка, которая тут так вот все это держит в таком состоянии хорошем. Ухоженность, персонал. Да, главное, что спасибо большое техническому персоналу, потому что они создают условия. Вот, комфорт, чистота, уют. Снова. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что Республиканская офтальмологическая больница признана одной из лучших клиник на Дальнем Востоке. В свете последних событий по импортозамещению офтальмологическая клиника провела торги заранее и закупилась как импортными, так и российскими хрусталиками для проведения операции по катаракте. Многие переживают, что у нас скоро закончатся импортные хрусталики, что нечем будет заменить, мы не сможем попасть на операцию и так далее. Я хочу, во-первых, успокоить всех, потому что мы провели все торги заранее. Мы, соответственно, закупились как импортными, так и российскими хрусталиками тоже заранее при лечении катаракты, поэтому не надо переживать, что кому-то чего-то не хватит. У нас более 2500 сейчас уже хрусталиков находится непосредственно здесь в больнице, и плюс еще мы ожидаем поставку около 2000, поэтому у нас столько операций даже в год не делается по замене хрусталика. Невидимый фронт диагностики. Сегодня, 15 апреля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники лабораторной диагностики. Работа этих специалистов не на виду, и потому большинство пациентов порой даже не задумываются о том, что врачи-лаборанты в каждом медицинском учреждении – важное звено медицинской службы. Клинико-лабораторный отдел – одно из структурных подразделений Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Здесь производятся лабораторные исследования для всех клинических отделений. Как устроена работа лабораторий и какую диагностику проводят в ней специалисты, расскажет Ульяна Шагина в своем специальном сюжете. Уже третий год клинико-лабораторный отдел Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи работает в совершенно новых для него реалиях, научившись выявлять COVID-19 в организме человека. Помимо этого, специалисты невидимого фронта диагностики проводят здесь широкий спектр различных исследований, от общих и биохимических до иммунологических. Лабораторная диагностика – это важнейшая отрасль медицины, без которой сейчас врач невозможно представить работу врача. Облегчает постановку диагноза, дает возможность определить схему лечения, пользуясь или основываясь на результатах исследований. В плане лаборатории уже все анализы идут в расширенном варианте. В сутки у нас идут более 7000 пробирок, и в год получается у нас более 2 миллионов исследований. Иммунологическая лаборатория планового отдела оснащена высокотехнологичной аппаратурой. Здесь специалисты обладают аналитическим мышлением, способностью концентрироваться в экстренных ситуациях, так как от результата исследований очень часто зависит не только выздоровление пациента, но порой и его жизнь. Мы находимся в плановой лаборатории Центра экстренной медицинской помощи в иммунологическом отделе. Здесь проводятся анализы иммунологические на гормоны, на онкомаркеры, гепатиты, ВИЧ-инфекции. И недавно с началом новой коронавирусной инфекции проводим иммунологические анализы на антитела коронавирусной инфекции, прокальцитонин, интерлейкин-6. Здесь работают 2 врача и 2 фельдшера-лаборанта. Широкий спектр различных исследований проводится и в лаборатории клинической микробиологии. Во время пандемии на базе лаборатории начал работу отдел ПЦР-диагностики. Одним из основных направлений здесь является определение чувствительности организма к антибиотикам. Это исследование инфекций кровотока, катетер-ассоциированных инфекций, инфекций дыхательных путей, инфекции в области хирургического вмешательства, инфекции кожи, мягких тканей, мочевыделительной системы, интраабдоминальных инфекций. Мы значительно расширили перечень исследований и по определению антибиотикочувствительности
и выявлению механизмов резистентности. Есть в отделе экстренная лаборатория, которая работает с только что поступившими в больницу экстренными больными. Каждый из этих отделов имеет свой широкий круг обязанностей. Конечная задача специалистов – суметь грамотно расшифровать результаты, чтобы довести их до лечащего врача. Здесь проходят практику студенты-медики, многие из которых остаются работать в лабораториях больницы на многие годы. Ульяна Шагина, Иван Лазаренко, Георгий Григорьев, Якутск. Более 7 лет на базе Центра развития творчества детей и юношества города Нерюнгри работает творческое объединение под названием «Кукольные сны». Здесь обучают изготовлению текстильной куклы, выбирая любой вид творчества от старинного до современного. От простого к сложному. Сегодня текстильная кукла – это не просто изделие ручной работы, это целый культурный пласт. Сказочные герои, персонажи из мультфильмов – все работы уникальны. Выкройка может быть одинаковая, но в итоге у каждого мастера получается свой образ, своя кукла. Сначала я им даю готовые выкройки, то есть те, которые уже до нас созданы. Да, где-то вот в интернете там, или еще сами. Потом мы потихонечку начинаем рисовать сами основу, и уже с этой основы мы делаем куклы такие, какие мы хотим. В студии занимаются школьники от 7 лет по 3 образовательным программам: чердачная кукла, кукольных дел мастер и игрушка в интерьере. Сначала изготавливают русские народные изделия без иголки, уже потом текстильные куклы. Ну, сначала тело, его, то есть, надо вывернуть, потом набить. А потом уже все, сшить, потом одежда, руки, они, то есть, еще и двигаются вот так, то есть бусин тоже. Чтобы сделать куклу, обязательное требование – знание технологии изготовления. Кто-то работает на машинках, кто-то шьет вручную. Весь процесс создания полного образа занимает приблизительно 5 занятий. Я хотела записаться на валяние, и мне предложили записаться на шитье. Вот. И так получилось, что было расписание одинаковое, в одно и то же время я выбрала шитье. В центре создан музей, где хранятся проектные работы, но многих кукол авторы забирают домой, так как такие изделия являются хорошим подарком для друзей и близких, красивым сувениром и неповторимым дополнением к любому интерьеру. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом у нас все. Еще больше новостей вы всегда можете увидеть в нашем официальном приложении и в телеграм-канале Якутия 24. Всего доброго.